Дорогие друзья, прямой эфир, прямая трансляция из Центра спортивной подготовки «Триумф» продолжается. Мы с большим удовольствием продолжаем наблюдать за вечерней программой второго соревновательного дня чемпионата России по боксу среди мужчин. И сейчас мы обратим внимание на ринг Б. В красном углу. Весовая категория до 60 килограмм. 13-я пара, где у нас боксирует Шамсудинов Данил Челябинская область. из Челябинской области против Субханкулова Артура, представляющего Башкортостан. Вот на наших экранах как раз таки Артур Субханкулов, он мастер спорта международного класса. Счет боям не ведет. Он является призером. Финалист чемпионата России прошлого года, призер чемпионата России 16-13 годов, ну и также является финалистом чемпионата России 15 года. Артур один из 8 боксеров, которых развели на первой стадии турнира, да, и развели между собой до полуфинальных боев. Один из лидеров нашей сборной, один из самых опытных спортсменов нашей команды. Напомню, что в середине сентября Артур принял участие в матчевой встрече, где встречались сборная России против сборной Кубы, и одержал победу над Альваресом Эстрадо, представляющему Кубу. Ну а его соперник Данил Шамсудинов, представитель Челябинской области. Он 95-го года рождения, мастер спорта, призер чемпионата «Динамо», победитель чемпионата Уральского федерального округа. Здорово попал в этом эпизоде Данил Шамсудинов. Оба боксера левши. Вот здесь навстречу Артур попадает с ударной руки. По корпусу работает Артур. Несколько хороших ударов. Вяжет Данил. Данил представляет Челябинскую область. Вот хорошие удары. Слышно, как Артур вкладывается в каждый из ударов. Вот хорошая серия корпус-голова. Еще 30 секунд до конца раунда. Такой очень плотный бой. Хороший Артур задает, сталкивая своего соперника. Я напомню, что в матчевой встрече против кубинцев Артур одержал победу над олимпийским чемпионом, который приехал в составе сборной Кубы Альваресом Эстрадой. Вот такую маленькую сенсацию он сделал. В синем углу продолжение боя готовится Артур Субханкулов. Республика Башкортостан, город Уфа. Боксер 92-го года рождения. Боксом занимается 12 лет. Мастер спорта международного класса. Представляет общество «Динамо». Провел 264 боя. Ну и давайте посмотрим повтор действий минувшего раунда. Призером чемпионата России 2016-2013 годов.
финалист чемпионата России 2005 года. Вот тут Артур пропустил Тренируется под руководством тренера Карбанова. удар левой. Здесь уже сам Артур в атаке. А вот здесь корпус, голова, очень хорошая атака у него прошла. Третий раунд. И третий раунд. Данил Шамсуддинов, Челябинская область, Артур Субханкулов, Башкортостан. Я еще раз напомню, что в сентябре в середине сентября Артур одержал победу над Альваресом Эстрадой, трехкратным чемпионом мира, призером Олимпийских игр. То есть такую хорошую сенсацию сделал. Вообще выставили на эту матчевую встречу. Главный тренер сказал, что будет смотреть основной резерв тех ребят, которых он видит на чемпионате мира, это чемпионате Европы. Вот только что мы видели, Артур очень жестко попал с ударной руки, так потряс своего соперника. Ну и потихонечку, мне кажется, он забирает все-таки этот бой. Сталкивая соперника. Вот здесь сам пропустил. И вот по корпусу попадает хороший, наносит хороший удар. Передняя рука. Вот отличное защитное действие он продемонстрировал, да, нырочек. И снова на передней руке. Уходит раз за разом. Корпус и переводит на голову. Вот хороший удар еще по корпусу. Ну, как каждый левша, он очень много будет бить по печени, это понятно. — 40 секунд остается до конца этого боя, но мне кажется, уже исход уже очевиден. Да, Артур продолжает спокойно, академично наращивать свое преимущество. Вот еще удар по корпусу. Вот хороший удар еще. Бой закончен. Осталось дождаться судейского решения. Это была последняя пара в весовой категории до 60 килограмм. И следующий бой уже будет проходить в весовой категории до 69 килограмм. Также у нас еще два поединка осталось в весовой категории до 64. Ринг Б. В этом бою победу одержал боксер синего угла Артур Субханкулов. Да, Артур Субханкулов принимает поздравления. Представитель Башкортостана одержал вполне убедительную победу над представителем Челябинской области Данилом Шамсуддиновым. И он выходит в следующую стадию турнира. Шахабаз Махмудов, Дагестан. Наиболее яркие моменты этого раунда. Алания. Рефери 14-го боя. Судья международной категории Антон Геранин. Комсомольск-на-Амуре. Представляем боксеров в красном углу. Шахабаз Махмудов, Республика Дагестан. В синем углу Алан. Ну и мы сейчас приступим к просмотру боев весовой категории до 69 килограммов. Вечернюю программу в этом весе открывает у нас
Шахабас синем углу Махмудов, он Алан как раз вот Абаев. на ваших телеэкранах, Алан. представитель Дагестана. И против него Алан Абаев. РСО Алания. Да, Хорошее противостояние. Думаю, нас ждет 69 килограмм. Это как раз-таки у нас средний вес. Ребята, обладающие хорошей скоростью и мощью. То есть 69, 75, 81 это те весовые категории, где, ну, мне кажется, такое идеальное сочетание у нас скоростно-силовых качеств, да, и такие очень жесткие удары остаются у соперников, при этом обладая они высокой скоростью. Начинается бой. Мы снова видим, что у нас есть один боксер левша, это боксер синего угла Абаев Алан. Шахабас Махмудов, мастер спорта из Махачкалы. Хороший удар он наносит сейчас. Боксом занимается 9 лет. Его соперник Алан Абаев, 98-го года рождения, также мастер спорта из Владикавказа. Боксом занимается 10 лет. Открывают эти боксеры Весовую категорию 69 килограмм. Такой хороший плотный бой они начинают. Видно, что парни заряжены на удар. Уже пару раз Шахабас донес удар с сильнейшей руки до цели. Вот еще одно, кстати, попадание. Потихонечку, мне кажется, он начинает забирать бой. То есть я слышу, секунданты просят Алана не заряжаться на один удар, то есть вести какие-то подготовительные действия, искать и уже бить наверняка, да? Но пока я смотрю, такой идет хороший размен у них. Да, активно действуют оба спортсмена. Меньше минуты остается в первом раунде. Буквально через две пары в ринг выйдет представитель Республики Саха-Якутия Панченко Виктор из города Нерюнгри. Ну а пока Махмудов, Шахабас наращивает свое преимущество. Еще одно попадание с ударной руки. Раунд закончен. Небольшое преимущество спортсмена из Дагестана. Шахабас Махмудов, Республика Дагестан, город Махачкала. Боксер 96-го года рождения, боксом занимается 9 лет, мастер спорта России. Тренируется по тренеров. Вот наиболее яркие моменты первого раунда. Хороший обмен ударами. Арслан Али Амаров. Обменялись сериями ударов в этом эпизоде. Секунданты за ринг. Второй раунд. И второй раунд. Второй раунд начинается. Такая идет оппозиционная борьба в центре ринга. Пока еще ни один из спортсменов не завладел, да, преимуществом. Но мое мнение, что вот Шахабас как раз таки прочувствовал
Алана из РСО Алании, да, и так на нем висит. Вот еще один удар с ударной руки доводит до цели. Сталкивает канатом Шахабаса. Вот еще одно попадание Вот, с да, правой правой руки. рукой здорово довел удар. Как бы, переходя к тактической подготовке, ведение боя против левши, обязательное условие — это начинать и заканчивать атаки с ударной руки, с правой руки. Так как левши зачастую не видят этот удар справа. Вот чем и пользуется Шахабас у нас пока. Левой держит дистанцию и наносит жесткий удар справа в корпус и в голову. Вот хороший удар. Вновь по корпусу, да? Здорово работает Шахабас Махмудов. Вот. Серия. Хорошая серия. Еще один удар. — 25 секунд остается боксировать во втором раунде. Вот здорово. Вот отличный удар. Целая серия попаданий в исполнении Махмудова Шахабаса. Вблизи он. Так, у нас камера уходит. Раунд закончен. Мне кажется, Шахабас нарастил свое преимущество в этом раунде, и укрепил свои позиции, да, сделал больше для победы в этих двух раундах. Давайте посмотрим самые яркие моменты второго раунда. Представляет общество «Юность России». На ринге провел 150 боев, 140 из них одержал победу. Имеет 12 международных встреч, 10 из них одержал победу. Он является чемпионом Республики Северной Осетии, Алания. Тренируется под руководством тренеров Андрея. Это у нас уже 14-я пара. Серия хорошая очень. Многоударная серия в исполнении Шахабаса. И финальный раунд. Еще удар с правой руки. Вот здесь подлавливает навстречу. Уже прочувствовал своего соперника, и многое у него получается. Здорово работает ногами Шахабас Махмудов. Чувствует свое превосходство в ударной мощи, да, в скорости. Ну и довольно так спокойно боксирует, не форсируя событий. Доводит бой до логического завершения.
Полторы минуты остается, и Шахабаз Махмудов продолжает контролировать ход этого Да. поединка. Вот пытается встретить то, о чем его просили как раз таки секунданты в углу. Встречать жестким правым боковым. Попытаться подловить. Видно, что Абаев Алан, представляющий РСО Алания, уже так немного, можно сказать, отчаялся, да, и ну, не особо пытается что-то сделать. То есть ждет окончания этого боя. Да, очень на это похоже. То есть Не видно с его стороны каких-либо... попыток Да. предпринять что-то там, изменить ход боя. 30 секунд. Наоборот, да, Махмудов концовку боя проводит в атаке. 15 секунд и еще бы немного, и бой мог закончиться досрочно. По печени хороший удар, очень плотный. И завершается поединок. Тут, думаю, всем Но я еще всё раз ясно. повторю, сборная Дагестана, она приехала в конце сентября, и хорошо, очень хорошо они адаптировались, акклиматизировались. А спортсмены из Алании прибыли в Якутск прямо перед самым началом чемпионата. Возможно, это сегодня и сказалось на бое Абаева Алана. Ринг Б. В этом бою победу одержал боксер красного угла Шахабаз Махмудов, Республика Дагестан. Уверенная победа Шахабаса Ринг Махмудова приглашается из Дагестана. Боксеры 15-го боя Джамлай Сулумов, Чеченская Следующей парой Республика. выходит у Валерий нас Сулумов Джамалай, Данилогородский. представляющий Чеченскую Республику. И Валерий Данилогородский, Республика Коми. Я бы просто хотел сказать, что Рефери Сулумов этого боя, Джамалай, судья международной категории представляющий клуб Игорь Ахмат Лещук. Чеченской город Республики, ну, более Красному 2 или углу 3 лет тренировался у нас в училище Олимпийского резерва, принимал Джамалай участие в Сулумов, чемпионате Чеченская республики, Республика. чемпионате В синем углу Валерий спортивного Данилогородский, студенческого союза. Коми. Ну вот недавно он переехал в столицу Чеченской Республики, город Грозный, и уже выступает за этот регион. Давайте посмотрим, как он сегодня выступит. Он находится в красном углу. Это весовая категория до 69 килограмм. Да, в синем углу у нас Валерий Данилогородский, спортсмен 95-го года рождения. Является он мастером спорта, призер чемпионата Северо-Западного федерального округа России прошлого года. Ну и также в активе у него попадание в число призеров во всероссийских турнирах класса А. Ну, в этом году у него лучшее достижение — это победа в чемпионате Северо-Западного федерального округа, который прошел в городе Ухта. Джамалай обладает таким очень сильным ударом скачковым с передней руки. Ну, сейчас посмотрим, получится ли у него донести этот удар до цели. Вот видно, он вкладывается в каждый удар. Каждый удар такой очень жесткий. Он также приехал в Якутск заранее вместе со сборной Чеченской Республики. Они в начале октября прибыли в Якутск, чтобы пройти акклиматизацию. По-моему, они нормально адаптировались, провели здесь один спарринг. Ну и сейчас он в полной боевой готовности выходит на ринг. Цели у этой команды самые высокие.
Ну, посмотрим, пока все довольно неплохо получается у него встречать. Джамалай работает в двух стойках. Очень хлестко и жестко бьет. А вот удар по печени. Действительно видно, да, что в каждый удар прилично вкладывается Джамалай. Очень жесткие удары. Вот сам. Но самое главное не забывать про защиту. Есть очень такое тоже выражение в боксерской среде. Часто падают те, кто сильно бьет. Потому что забываясь порой, то есть нанося жесткие сильные удары, они забывают про свою защиту, то есть про свою безопасность, что очень важно. И зацикливаясь только на своем сильном ударе. Поэтому нужно быть очень повнимательнее, ведь бокс — это не только атакующий и жесткий удар, это еще и, конечно же, защита. Невозможно одержать победы, игнорируя полностью защиту, но и точно так же невозможно одержать победу, игнорируя удары. То есть это такое должно быть... Грамотное сочетание. Да, грамотное и гармоничное сочетание защитных и атакующих действий. Только тогда можно добиваться побед на высоком уровне. Близится к завершению первый раунд. Раунд такой ровненький. Мне кажется, концовку раунда. Хотел сказать, что забирает Данила Городский, но, по-моему, чуть лучше смотрелся Джамалай. Сулумов секундирует его главный тренер Чеченской Республики. Он находится за рингом. А в ринге ему помогает Хатаев Имам, финалист прошлогоднего чемпионата, который проходил в Грозном в весовой категории до 81 килограмма. Вот просит боксера синего угла встречать на оттяжке передней рукой. Как раз таки нам показали момент, где он попытался встретить. «9 килограмм разница между этими весовыми категориями, но так ощутимо чувствуется мощный жесткий удар в этом весе. Вот Джамалай включил ноги. Ну а Валерий методично идет вперед, сталкивая, лишая пространства Джамалая Сулумова. Левой достает. Достает он, да. Вот здесь он сам пропускает. Ну, очень-очень плотно работают ребята. Сумел столкнуть Валерий Джамалая. И... Ну, видим то, что он сразу же уходит, да, в сторону. Да, бьет, наносит это попадание и уходит в сторону, не оставаясь на линии атаки. Продолжает он крутить Джамалай с обоих рук. Вот еще один удар. Корпус. На выходе пропускает джеб.
И здесь принимает на себя. И вот, конечно, не стоит ему принимать такие жесткие удары на себя, на блок, потому что даже через блок в этой весовой категории ощутимые довольно удары. Да и визуально, да, прекрасно видно, какие мощные тут удары. И через блок все равно какой-никакой, Валерий... но урон вот наносится. Валерий в профессиональном стиле идет вперед, принимая на блок, перекрываясь, и продолжает атаковать ни шагу назад. Где-то он уже начинает доставать Джамалая, но я бы посоветовал Джамалаю смещаться, конечно, с линии атаки и не принимать на себя эти удары. Пошел обмен. Очень нужно внимательным быть в этой весовой категории и очень аккуратным. Вообще, многие тренеры, ну и я в частности, придерживаюсь того мнения, что лучше нанести один удар и не пропустить ни одного удара, чем донести 20 ударов до цели и пропустить 19. Потому что цена каждого удара в этой весовой категории, она, высокая цена каждого удара. Мы видим, как прошлогодний призер чемпионата из Санкт-Петербурга секундирует своего товарища и советует ему больше и больше ударов наносить по корпусу. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Михаила Мартынова. Первый тренер Владимир Матвеев. Третий раунд. Что ж, яркую нам концовку второго раунда подарили боксеры. Посмотрим, что будет в третьем, заключительном раунде. Какие размашистые удары наносит Джамалай. Очень вкладывается в каждый удар. Хороший зрелищный бой. Ой, с левой руки очень хорошо попадает. Я уже говорил, что у него хороший удар скачковый левый боковой. И вот здесь как раз он это и продемонстрировал. Да, в движении сильно, да, так попал. Но парни оба с характером. Видно, что не боятся пропускать. Вот машут. Потому что это очень мощные удары здесь. Даже несмотря на то, что это уже третий раунд, и они изрядно устали. Сил держать руки уже практически нету. Такой идет хороший обмен с одной и с другой стороны. Там и попадание есть, еще одно попадание. Мне кажется, что Валерий попадает чуть чаще, но Джамалай бьет жестче. И, конечно, каждый судья будет по-разному этого оценивать. В целом такой ровненький бой. Вот снизу хорошо попадает. Ну и третий раунд все-таки у Джамалая есть такое небольшое преимущество. То есть он идет вперед, сталкивает Валерия. Видно, что устали оба спортсмена. Да, ведь очень активно, да, оба Ну и самое главное, что они очень вкладываются в удары. То есть, нанося сильные удары, они очень это энергозатратно. Даже если не попадаешь по цели. Вот нам включили камеру, с которой прям все и слышно, и видно, какие жесткие удары ребята наносят. Вкладываются. Ну и так скажем,
немного не хватает вот хитрости этим ребятам, но жесткости им не занимать. Да, абсолютно верно. Ну что ж, Такое уважение друг к другу в конце проявили, обнялись. Ну вот, у секунданта свое мнение, да, что первый проиграл, второй, третий забрал. Но я тоже, честно говоря, не знаю, как отдадут. Мне кажется, что второй раунд Валерий точно выиграл, а вот третий раунд будет решающим. Посмотрим. Первый раунд в одну сторону, второй в другую. И третий раунд все решит, как отдадут судьи. ну, видим, да, то, что действительно бой очень был ровный. И упорный, да. Судьи не сразу, да? Победитель этого боя объявится после окончания программы. Вот что решили, да? Победитель Победитель этого будет определяться после повторного просмотра поединка будет видеозаписи. объявлен после завершения программы. Да, ну я, честно Приглашается говоря, не знаю, с чем это связано. Возможно, бой будет боксер пересматривать. 16-го боя Виктор Панченко, Республика Саха-Якутия. Ну а сейчас в ринг выходит Виктор Панченко, Радмир представитель Республики Абдурахманов, Саха-Якутия, город Москва. который представляет город Нерюнгри. Рефери в ринге, судья международной категории. Отличный бой, я считаю, мы Камо посмотрели сейчас. Вот ребята Аветисов, продемонстрировали. Очень город зрелищный, Отрадный, с хорошими Краснодарский обменами. край. Да, действительно, очень яркий бой, полный, да, вот этих атакующих действий с этими жесткими ударами, большим количеством попаданий. Ну а вот на наших экранах Виктор Панченко, представляющий Республику Саха-Якутия, мастер спорта из города Нерюнгри. Рядом с ним его наставник Александр Самойлов, мастер спорта международного класса. Его соперник Радмир Абдурахманов, город Москва. Представитель столицы является мастером спорта международного класса, 91-го года рождения, чемпион города Москвы. Ну и победитель встреч между командами России и Казахстана, России и Индии, России и Китая. Непростой бой предстоит Виктору. Но я вижу, он имеет небольшое преимущество в росте. Пожелаю ему удачи. Соперник, конечно, выглядит немного мощнее. Но посмотрим, посмотрим. Представитель команды ЦСКА. Это соперник Виктора Абдурахманов Радмир. Мастер спорта международного класса. Передняя рука, я думаю, что у Виктора должна в этом бою быть постоянно висеть на сопернике. Не давать ему сближаться. Понятно, что соперник с таким ростом будет стремиться вести бой на средней и ближней дистанции, поэтому только передней рукой держать и останавливать соперника жестко с правой. Пока все неплохо. А вот еще я слышу от Александра Самойлова, секунданта и тренера, чтобы на левый боковой ловил на оттяжке. То есть, когда соперник пытается сблизиться, разрывать дистанцию с ударом слева и сбоку. Ну, пока все неплохо, пока все неплохо. Ну да, то, что, как вы и сказали, да, Василий, активно работает передняя рука. Виктора. Да. Старается он держать удобную для себя дистанцию. Отсюда выходить надо отсюда.
такой хороший бой. Я немного переживаю за Виктора, что действительно серьезный соперник. Но пока все тактически, все грамотно и правильно он выполняет. То есть расчетливый такой бокс показывает. Держит дистанцию. Здорово. И вот хорошо сейчас попал, но, к сожалению, тут же пропустил удар. Не выключаться из боя. Держать на передней руке. И думаю, все будет отлично. Вот здесь очень хорошо. Все правильно, все грамотно. 20 секунд до конца раунда. Ушел отлично. Раунд закончен. Все очень ровно. Думаю, что Виктор отлично справляется с установкой секундантов. Ну, послушаем, что ему скажут. Лево-право, левый заканчивает печень, левый заканчивает или голову. Зачем Красный клуб продолжение боя готовится Виктор Панченко. Республика Саха-Якутия. Отсюда удар. Со всех сторон. Удар. Ну что, просят, вот это лучшие фрагменты первого раунда. Ну, очень неплохо здесь все получается у Виктора пока. Он является чемпионом Республики Саха-Якутия 2017 Не давать себя столкнуть. Об этом и попросил секундант Александр Самойлов. И в каких-то моментах, может быть, где-то даже и пойти вперед. Просит заканчивать чаще с передней руки или левой по печени, или левой сбоку. Второй раунд. Я, честно говоря, думаю, что тактический рисунок боя у нас останется тем же самым. Абдурахманов Радмир будет идти вперед и навязывать вот этот силовой бокс на ближней и средней дистанции. Ну а задача Виктора — это продолжать боксировать на дистанции, расстреливать соперника как раз-таки вот отсюда. Наносить удары с правой, может быть, чаще. И вот сейчас неплохо было, поймал он на левый боковой. Ну, то есть то самое классическое противостояние, да, Василий, о котором вы говорили ранее. Я думаю, что да, вот здесь как раз вообще Виктор среднего роста, да, и часто он сам идет вперед и старается вот такой силовой бокс навязать своим соперникам, да. Но вот здесь попался прям противоположный вариант тем действиям, которые он привык сам выполнять чаще. Поэтому и говорят, что очень вот хороший обмен здесь идет. Очень тяжело. Я думаю, что не стоит Виктору застаиваться. Нужно двигаться, уходить от ударов здесь, крутить постоянно. И если где-то вблизи он начинает пропускать, то, мне кажется, лучше здесь завязаться, да, засушить атаки соперника. Вот хорошо уходит от боковых ударов. Вот так взрывается. Отлично. Но не зря Абдурахманов Радмир имеет звание мастера спорта международного класса. Думаю, что ни один бой, видно по его росту, что все бои он примерно в таком же ключе и проводит, что обычно соперники выше его, и это его хлеб — идти в бой, перерубать, так скажем. Посмотрим, что сможет противопоставить Виктор. Но пока все неплохо, не стоять. Я думаю, не стоит стоять. Вот здесь он пробует нанести удар по печени. И уходить, мне кажется, отсюда нужно. Несколько ударов. Еще 30 секунд остается до конца раунда у нас. Периодически вот Абдурахманов, да, все-таки Доносит удар, да. И тяжелый по корпусу удар. это часто. Подустал Виктор. Мне кажется, ему нужно подвигаться. Вот слышно, как секунданты просят еще добавить темпа, потому что Виктор устал.
Ой, уходить. Вот здесь неплохо попадает. все, заканчивается Раунд второй закончен. раунд. Тяжело, конечно, концовку отстоял Виктор. Послушаем, что его Вот меня Ливана. Если нырок удар, нырок два удара. В синем углу продолжение боя готовится Арадмир Абдурахманов, город Москва. Мастер спорта международного класса. Представляет спортивное общество вооруженной силы. Ну, да, Парень слушали провел мы 10 Александра боев. Вот хорошая Самойлова. Одержал победу. Он является Подсказывает чемпионом Александр, то, что Москвы. нужно нырять и бить, да, бить после нырка. Тренируется под руководством тренера Александра Бугарова. Секунданты за ринг. Третий раунд. Ну что ж, третий раунд. Третий финальный раунд. Вот хорошо с правой. Останавливает. Ух ты, справа Здорово. как. Но тут же жаль, да, то, что Да, в пропускает. ответ тоже идет, пропускает Виктор. Хороший раунд. Здесь как бы без лишних комментариев все видно, что происходит. Такой очень хороший обмен, жесткий. Еще боксировать целую минуту. Отлично. Секунданты синего угла кричат, что Виктор устал, но, по-моему, Виктор еще довольно хорошо себя чувствует. Отлично, отлично. Удар под печени пропускает. Еще 20 секунд. Да, концовка поединка. Ну и мне кажется, Радмир немного свежее выглядит. Слышим, да, что кричат: забери концовку. Бой закончен. Хороший бой. Ведро не могли дать, да? Ну что ж, ждем оглашения. Результаты В этом этого. бою победу одержал боксер синего угла. Да. Чуть свежее он Абдурахманов, смотрелся город в Москва. конце.
Радмир Абдурахманов, представитель Москвы, Команда побеждает. вооруженных сил. Но для Виктора, я думаю, что это будет хорошим опытом. Проявил себя, я думаю, он очень хорошо. Ну, и отдал все силы, сделал все, что мог. К сожалению, пока этого не хватило. Думаю, они с тренером сделают анализ боя, ну и определенные выводы. Внесут какие-то коррективы в свою подготовку, возможно. Ну, очень серьезный и неудобный соперник попался. Ринг Б. Рефери Вот 17-го то, о чем, боя. Василий, вы говорили, Судья да, в международной начале этого категории поединка. Денис Обычно Виктор Тюрин, сам идет. город Вперед. Севастополь. И обычно Представляем соперники боксера. чуть повыше, чем он сам В привык красном углу Григорий идти вперед. Барасян, Челябинская область. Но здесь ему пришлось, так скажем, немножко побегать в первом В синем углу раунде. Сергей Ну а потом уже Маргарян, такие два раунда очень такие город Москва. плотные, серьезные были на средней и ближней дистанции. Ну что ж, это следующая пара той же весовой категории до 60 килограммов на ринге. В красном углу это Григорий Варасян, Челябинской области. И против него в синем углу Сергей Маргарян, представитель города Москвы. Первый раунд. Оба боксера такие очень чувствительные, видно. Григорий Варасян в красной форме, представитель Челябинской области, 90-го года рождения, является мастером спорта. Его соперник Сергей Маргарян. Да, Маргарян, представитель Москвы, 98-го года рождения, мастер спорта международного класса. Является он победителем спартакиады. Но какой именно, не уточняется, к сожалению, в анкете. Но факт есть факт, мастер спорта международного класса. Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться события в этом поединке. Продолжается у нас вечерняя программа второго соревновательного дня чемпионата. Видно, забирает он площадь ринга. Так, очень плотно вкладывается Сергей Маргарян из города Москва. Мастер спорта международного класса. Прочувствовал своего соперника. Видно, он свежей, быстрей. Ну и самое главное, он, мне кажется, идет так вот психологически чуть более уверен в себе. Прекрасная защита. Он очень чувствительный. Боксирует с такой открытой стойки. Но все контролирует, все видит, ударов не пропускает. Очень коротко, без замаха бьет и серийно. Лишает пространства своего соперника. Прижимает, да, к канату и... Уже в третий раз он так плотно прикладывается, когда соперник находится у канатов. Хорошая передняя рука. Ну, очень чувствительный парень. Вот так. Хорошие такие затяжные серии у него проходят. В красном углу. Да, очень серии выстроены из сильных таких ударов. Он является чемпионом общества «Динамо». Тренируется под руководством тренеров Сергей Маргарян. Первый тренер Маура.
получает указания от своих секундантов. Ну и видим, как Вот здорово хорошая работает. серия, да. Такая. Вот за одну эту атаку сколько ударов нанес, да? Просто Причем целый град. он так очень дифференцированно бьет, да, где-то он наносит легкий быстрый удар, а где-то он переводит жестко по корпусу, вкладывается. Мы видим, Григорий Веросян пытается переломить ход боя и пропускает вот здесь. Нанес удар ниже корпуса, сам да. это увидел, извинился. Вот парни очень плотно бьют. Хорошую защиту он демонстрирует уже который раз. И снова передняя. Ой, отличный какой отличное удар попадание, справа. да? Пытается, да, Воросян что-нибудь допридумать, но защита Маргаряна надежна. Очень надежный такой хороший плотный блок. Корпус снова бьет. Да. Это очень тяжело ему будет в третьем раунде боксировать после стольких пропущенных ударов по животу. Еще один удар справа попадает. Очень четко. Опасное движение головой. Но каждый раз он забирает концовку раунда просто очень хорошо. Еще 40 секунд боксировать, а мне кажется, вот спортсмен из красного угла так немножко подсел, что ли. Он, смотрите, как прочувствовал, с опущенными руками боксирует. И убирает свою голову ровно настолько, чтобы удар не достал до цели. Конечно же, вот такие вот промахи, они очень сильно влияют на психологию боксера вот в этом бою, конечно, и вселяют в него такую неуверенность. И он даже не знает, что делать. Ой, нокдаун. Бокс-стоп. Ну, да, Очень тяжелый раунд предстоит пережить Воросяну Григорию из Челябинской области. Ну вот тренер спрашивает, может быть, снять тебя? но Григорий, ну, Григорий, видимо, настроен, да? Выйти на третий раунд. Мы просим, чтобы он, его просят, чтобы он в третьем раунде подвигался, не обострял. То есть он, конечно, уверен в том, что он 2 предыдущих раунда выиграл. И поэтому сейчас он может отбоксировать так, как захочет. Ему не нужно идти вперед, вырывать что-то, менять свои тактики. Ну что, третий раунд. И несмотря на предложение, да, тренера снять, Григорий вышел. Конечно, мне бы хотелось услышать от секундантов
предложения, как изменить ход этого боя, но их не последовало. Конечно, сложно что-то противопоставить, когда и в техническом, и в тактическом, и, наверное, в физическом плане ты уступаешь своему сопернику. Вот мы видим, что здесь Маргарян Сергей просто двигается и как бы уже доводит бой до конца уверенно. То есть он осознает, что 2 предыдущих раунда он выиграл, и ничего ему сверхъестественного делать не нужно. То есть очень довольно спокойно и экономно боксирует, не обостряя. То есть его задача продышаться в этом бою, то есть довести бой до логического завершения, до своей победы. И уже настраиваться на следующий бой. Но самое главное здесь не заиграться, то есть чуть пособраннее быть. Ведь вес такой достаточно большой и может пропустить, здесь дорого стоит. Да, то есть пропустить удар, и на этом все закончится. Ну а сейчас его задача с минимальным расходом энергии завершить этот бой. Поэтому раунд он полностью отдает своему сопернику. Да, видим, перемещается и просто не допускает, да, близко к себе. Нету уже таких атак из там серии из 5, 6, 7 ударов. То есть просто прочувствовать соперника, он на передней руке, отработать какие-то защитные действия. Вот хороший удар наносит. Остается 10 секунд до конца боя. Бой закончен. Думаю, здесь результат очевиден. В данном бою ринг Б. Победу. Так, ну а следующий бой у нас будет противостояние Собылинского Сергея из Белгородской области против Аббасова Вахида из Тольятти. Напомню, что Собылинский Сергей — это один из лидеров сборной, участник чемпионата мира, который проходил в Гамбурге Ринг Б. В прошлом году. Приглашается на ринг. Там он проиграл на стадии 18-я пара Сергей 1/8. Белгородская область. Вахид Аббасов. Также является Тольятти. чемпионом России 2016 года. 18-го боя. Судья международной категории Алексей Сорокин, город Москва. Вот мы смотрим лучшие фрагменты этого раунда. Хороший бой. И видим на ринге в красном углу Сергей Собылинский, Белгородская область. Его соперник из Тольятти Вахид Аббасов. Вахид Аббасов у нас 97-го года рождения, спортсмен, мастер спорта, чемпион Приволжского федерального округа. Сергей Собылинский очень давно в боксе, он представляет Белгородскую область, если не ошибаюсь, город Старый Оскол. 5 лет назад, когда он боксировал еще по юношам, он выиграл чемпионат мира среди юношей и становился лучшим боксером мира. То есть его признавала АИБА, его признавала лучшим боксером. Конечно, много времени с того
момента прошло. Но Сергей из юноши перешел в юниоры и во взрослый бокс, где смог стать чемпионом России. Участвовал на чемпионате мира. Тогда был такой не очень спорный бой. Мне показалось, что он немного выигрывал бой, но победу отдали его сопернику. Хороший удар с передней руки. Оба боксера боксируют в правосторонней стойке, оба левши. Видно, что Сергей так уверенно и очень расслабленно боксирует, не напрягаясь. Мне кажется, он имеет такое небольшое преимущество в скорости. Очень уверенно ведет этот бой. Хотя и соперник не уступает ему в скорости. И 30 секунд остается боксировать в первом раунде этого поединка. Ну, все примерно так же у нас продолжается, да, Сергей? Работает. Первым номером. Да. Активно работает передняя рука. Вот, сразу несколько ударов по корпусу. Хорошо повел навстречу. Закончен первый раунд. В красном углу в продолжении боя готовится Сергей Соболинский. Мастер спорта международного класса. Видно, что особо не напрягается, боксирует довольно расслабленно, даже не садится в угол. Некоторые моменты попал и дорабатывает чуть-чуть. Ну, Сергею Соболинскому говорят секунданты о том, что если ты попал, то дорабатывай, добавляй сверху. В принципе, примерно то же самое говорят и Вахиду Аббасову. Ну что ж, второй раунд, посмотрим, как у нас будут разворачиваться события дальше. Вылетела капа. Так скажем, Сергей боксирует спокойно, на опыте своем, уверенно. Видно, что в действиях соперников прослеживается такая суета. Но сейчас он хорошо попадает навстречу Сергею. И, конечно, Сергею стоит быть немного повнимательнее. Вот здесь уже сам он его на переднюю встречает. Еще раз он пропускает навстречу. По корпусу отличный удар.
Как-то, мне кажется, он чересчур спокойно боксирует Сергей. И чересчур рационален. Где-то в каких-то моментах мне кажется, стоит быть чуть агрессивным, да, потому что пока нету такого явного преимущества. Вот хороший удар передней рукой попал. Еще раз вылетает капа. Ну, передняя рука, да, раз за разом. Да, доходит до цели. Но чувствую дистанцию хорошо, Сергей. Еще раз встречает. Боксирует, можно сказать, одной передней рукой. Доходит. Добавляет левой, да? Как только стал добавлять, сразу же. Концовка второго раунда. Секунд остается. Понемножку Сергей забирает этот бой. Чуть лучше выглядит. Ты все видишь, не видишь на эмоции сейчас, не на какие, все нормально. Только на эмоции не видишь. В синем углу готовится Вахид Аббасов. Не перейди рукой, постоянно перейди рукой. Мастер спорта. Повторяй, ни один удар не помогает. Подошел там. Приморского федерального округа. Ну, Сергею Соболинскому секунданты говорят, чтобы он не велся на эмоции, да? То есть боксировал также, продолжал боксировать без суеты. Секунданты уверены, что он бой ведет. Ну а Вахида Аббасова, если я правильно расслышал, там говорили, по три удара надо наносить. Ну что ж, третий раунд. Хорошая работа передней рукой у Сергея. Вот чувствует дистанцию. Атакует постоянно то в корпус, то в голову. И чередует совсем легкие удары с мощными, жесткими. Вот. Вот подловил его с ударом руки навстречу. Еще раз. Вот встречный удар еще неплохой от Сергея Собылинского. И вот еще Здорово. один удар с переднего. Но прочувствовал своего соперника.
Ну, спокойно в рабочем режиме Сергей Собылинский продолжает укреплять преимущество. Полминуты остается. Ну, также он боксирует без эмоций, но очень четко контролирует ход боя. Все видит. И еще 15 секунд. Думаю, никто концовку обострять не будет. Стоп. Завершается поединок. Хороший бой. Думаю, что здесь все очевидно. Победу держал боксер красного угла. Ринг Б. В этом бою победу одержал боксер красного угла Сергей Собылинский. Ну и закономерная победа Сергея Собылинского в этом бою. Да, представители Белгородской области стартуют на этом чемпионате с победой над Вахидом Аббасовым из Тольятти, с чем мы его и поздравляем. Лучшие моменты третьего раунда. Так, мы переключились на ринг А, весовая категория до 69 килограмм, где у нас боксирует Степан Хитарян с Тульской области. Это прошлогодний призер чемпионата России. Против Магомед Муртазалиев, Санкт-Петербург. 19-го боя. Степан Хитарян один из 8 сильнейших боксеров этого веса. Город Иваново. Представляет Тульскую область. Ну, и сейчас посмотрим. Красный угол Андрей Павличенко, Краснодарский край. Магомед Муртазалиев, Сасулин, Санкт-Петербург. представитель Санкт-Петербурга, 96-го года рождения, мастер спорта. В синей форме. Степан Хитарян — это боксер 98-го года рождения. 98-й год рождения. В этом году он выиграл чемпионат Центрального федерального округа. И в прошлом году он также одержал победу на чемпионате Центрального федерального округа. Также в Грозном на прошлогоднем чемпионате России он неожиданно для всех вышел в полуфинал, где проиграл, по-моему, Андрею Замковому, если не ошибаюсь, да. Но в любом случае победа была неожиданной. Вот с тех пор он уже в сборной ровно год. В этом году в финале международного турнира в городе Хабаровск он уступил Андрею Замковому. Также в этом году он успел выполнить норматив мастера спорта международного класса. Вот сейчас он хорошо попадает с ударной руки. Степан боксирует в 2 стойках. Вот сейчас он боксирует в стойке левши. Очень чувствительный боксер, обладает хорошей скоростью и такой нестандартной техникой. Может ударить с любой руки. Мы видим соперника из города Санкт-Петербург. Муртазалиев Магомед такой нестандартной техникой тоже обладает. Опущенный подбородок. Такие
одиночные мощные удары. Вот, хорошо попадает Степан. Такая нестандартную технику оба боксера демонстрируют. Здесь хороший взрыв от Муртазалиева Магомеда. Оба очень показывают хорошие защитные действия. Летит в атаку. Концовка раунда. Очень ровный раунд. И сложно кому-то из них отдать предпочтение. Степан Хитарян, Тульская область, город Тула. Боксер 98-го года рождения, боксом занимается 7 лет. Мастер спорта России. На ринге провел 70 поединков, в 60 одержал победу. Является призером чемпионата России чуть разбросай ручку, понимаешь? А ты ее зажал, понял меня? Чуть разбросай заднюю ручку. Ткаченко. Понял меня? Первый тренер Филатов. Все, переднюю ручку поставим, по лбу, в грудь, по лбу, в грудь, по лбу, и тут же трк, цепляйся, понял? Это наш. Ну что ж, Степану Хитаряну просят его раскидаться, чуть расслабиться, не зажиматься, то есть чуть расслабиться. Хороший бой. Второй раунд. И сразу же начинают они его с активных действий. Обмен ударами неплохой. Он является чемпионом Южно-федерального округа этого года. Очень интересно защищается, да, Магомед Муртазалиев. Но они вдвоем демонстрируют такую нестандартную технику, да. Что Степан, что Магомед. Очень интересно за ними наблюдать. Такие оба очень быстрые, взрывные парни. В очередной раз опасное движение головой. Пока прям таких точных попаданий ни с одной, ни с другой стороны нету, но преимущество на стороне Хитаряна, мне кажется, небольшое есть. Он так более активно ведет бой, обостряет его, пытается обострить бой. Вот здесь сам пропускает навстречу. Но очень нестандартный Магомед Абдурахманов из Санкт-Петербурга. На выходе пропуска. Таких несколько точных попаданий от Степана Хитаряна было, но не развил свой успех. Вот здесь хорошо. Такой гипнотический бокс у него получается. Как будто гипнотизирует Хитаряна он своими движениями. Да, конечно, очень интересно, да, наблюдать. Такая самобытная техника. Ух ты! Очень взрывные парни. Интересный бой. Интересные финты использует Магомед Абдурахманов. Муртазалиев Магомед, прошу прощения, отвернулся. Я думаю, что
не просто с таким соперником боксировать. Ринг А в синем углу ринга готовится к продолжению боя Магомед Муртазалиев, Санкт-Петербург. Боксер 96-го года рождения, боксом занимается 7 лет, мастер спорта России. Представляет вооруженные силы. Счет боям не ведет. Тренируется под руководством Игоря Андреева, Геннадия Хлопцова. Ты передней рукой работай чаще, понял? Передней рукой прям вот так, прям замучай его. Так, вот прям, понял? На повторе замучай его передней рукой. Ну, слышали, что Степан и Хитарян говорят побольше работать передней рукой. А вот Муртазалиеву Магомеду просят чуть собраннее быть, чуть больше атаковать. На что он отвечает, что мне вот в кайф вот так вот боксировать. Дословно я его сейчас озвучил. Ну и третий раунд, я думаю, он многое решит. Очень нестандартная, интересная техника. Конечно, всегда интересно наблюдать за такими боями. Очень интересные финты он использует, такие отвлекающие. Я думаю, что и защитные действия у него очень интересные. Уходит очень красиво. Иногда вот смотрит, да, абсолютно в другую сторону, куда-то вниз в пол, налево или направо, и с этого положения резко, да, устреливает взрывной парень. Ну, впрочем, как и его соперник. Вот дает ударить себя ровно в подбородок. Думаю, что с кем-то другим, наверное, у него получше получилось отбоксировать, но когда боксируешь с прошлогодним призером чемпионата, нужно чуть больше сделать. Но это мое мнение, не знаю. Мне кажется, пока чуть-чуть лучше боксирует Степан Хитарян. Хотя, конечно же, Муртазалиев Магомед очень интересный боксер. И исход боя еще не так очевиден. Но посмотрим, еще 1,5 минуты целых боксировать, а это довольно много. Вот получается встретить, да. Отчитывают нокдаун. Снимает очки. Ну и получается, этот раунд вчистую проигран. — 30 секунд до конца поединка. — 15 секунд. Достал правой. Ну что ж. Хороший бой. Да. Интересный. Очень такой конкурентный получился мне. Бывают такие жесткие наставления от секунданта. Ну что ж, как говорится, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. В этом бою победу одержал боксер красного угла Степан Все по Хитарян, делу. Тульская область. Степан Хитарян, представитель Тульской области, выходит победителем из этого очень интересного и зрелищного боя. И
Магомед Муртазалиев. Очень интересный, конечно, бокс. Очень интересные финты. Он ну и в целом вообще очень украсил этот поединок. Хотелось бы, конечно, да, посмотреть на него дальше. Но дальше идет Степан Хитарян. Максим Рожков. Так. Следующий бой у нас. Победу одержал боксер синего угла Павел Сосулин, город Санкт-Петербург. В красном углу ринга Камиль Ахмедов, Республика Дагестан. В синем углу ринга Максим Рожков, Амурская область. Весовая категория до 69 килограммов. Ну что ж, дорогие друзья, мы сейчас перешли на ринг Б, где с минуты на минуту у нас выйдет следующая пара весовой категории до 69 килограммов. Да, это в красном углу у нас будет Николай Шеремет, представитель Республики Крым, и против него Иван Буракас, Московская область. Рефери 20-го боя. Судья международной категории. Это у нас Игорь Лещук, ну, уже город да, одни Челябинск. из заключительных Представляем боксера в красном углу. поединков Николай вечерней Шеремет, программы второго Республика соревновательного Крым. дня чемпионата республики. Иван Баракас, Если Московская я не область. ошибаюсь, то у нас на двух рингах по две встречи осталось. Ну и давайте посмотрим, что нам предложат Шеремет и Буракас. Начинается первый раунд. Высокие парни. Боксер с красного угла очень активно начинает бой. Начинает с атак по корпусу. Николай Шеремет, представитель Крыма в красной форме, 95-го года рождения, кандидат в мастера спорта, родом из Симферополя. Его соперник Иван Буракас, кандидат в мастера спорта. Представляет он Московскую область. В этом году, да, лучшее его достижение в этом году — это первое место на чемпионате Московской области. Ну что ж, атаки Шеремета, да, вот как обычно идут, движение вперед и Корпус, голова, то есть он пытается начать с корпуса, боксирует с более высоким соперником, поэтому атаки начинают с корпуса. Ну а Буркас Иван все правильно делает, на передней руке старается работать на контратаках, встречать. последние секунды первого раунда.
Послушаем. Но здесь боксеры, мне кажется, вот в этом раунде, в этом бою, так скажем, более классическая, стандартная схема придерживается, да, бокса, в отличие от тех ребят, которые у нас в предыдущей паре боксировали. Но посмотрим. Боксер 95-го года рождения, боксом занимается 5 лет. Кандидат в мастера спорта. Подыши, все хорошо. Все нормально, держите передние ручки, правой стороны подавай, корпус не забывай. И не стой, если чуть вправо бросать, ты пропускаешь. Внимательно. Или он идет. Вот посмотрим самые яркие моменты первого раунда. Но Иван очень четко здесь уходит. Ивану Буракасу вот секунданты напоминали о передней руке. Побольше работать передней рукой, про корпус не забывать. Ну, в целом мы видели, да, то, что здорово на повторах он уходит. Ну, действительно, у нас классический сценарий, да, противостояние более рослого боксера с оппонентом, который ниже. Вот такой ниже и с таким более жестким ударом. Старается за счет своей физической мощи переломить ход боя. Шеремет все время идет вперед. Шеремет идет вперед, не готовит свою атаку, просто на скорости пытается сблизиться и там провести атаку. Не всегда это получается. Я вижу, что Иван это видит и гасит его атаки или в клинче, или уходя от них назад. Такой немного прямолинейный бокс демонстрирует нам Николай Шеремет из Республики Крым. Но он имеет свою эффективность, наверное. Посмотрим ближе к концу раунда. Думаю, установка сломать Николая, Ивана. Но Иван же пока все выдерживает планы, установку на раунд от своих секундантов. Ну вот видим то, что некоторые попытки, да, Шеремета сразу останавливаются вот прямыми передними в исполнении Буракаса. А вот даже когда вот Шеремет очень быстро вот идет на сближение, вот сразу же Буракас вяжется, да, в клинч. Грубо говоря, он гасит или сушит его атаки, да, выражаясь боксерской терминологией. Но не всегда это получается. Я вижу, что вот сейчас, скорее всего, за опасное движение головой с него снимают очки, потому что этим движением он может травмировать соперника. В принципе, пока бой довольно ровный, и несмотря на то, что Николай так довольно прямолинейно и бесхитростно боксирует, просто идет за счет физической силы, пытается сломать, сблизиться, а Николай, выполняя установку, но не всегда это у него получается, уходить от этих атак, от этих первых ударов. Но посмотрим третий раунд. В принципе, бой довольно ровный пока идет. Ну и все, спокойно поработай, не пускай все. Левый в голову, левый в корпус. Не держись. Вань, он бежит вперед головой. Поднимай снизу правой рукой. Раз. Вот он бежит головой, бог правый снизу. Но очень грамотно, мне нравится. Немногие тренеры, я обратил внимание, что немногие тренеры дают такие четкие указания, как я говорил в нескольких боях ранее. Секунданты спросили своего
подопечного, может быть, закончить бой, но ничего конкретного, чтобы выиграть этот бой, они ему не подсказали. А здесь все четко, летит на тебя вперед, поднимай снизу и держи дистанцию. Все. То есть такой минимальный, да, набор указаний. То есть, но если он их выполнит, да, то это все будет все по делу. Все очень четко, без суеты. Летит, встречай снизу, потому что голова опущена. И прямые удары здесь они будут проходить мимо цели. А летит-то у нас Шеремет регулярно, да? Да. Раз за разом он натыкается на вот эти встречные удары. Но опять же, что-то да и проходит. Он просто налетает, просто бежит так. Просто пытаясь перебить. Конечно, это не самый лучший вариант, мне кажется, ведения боя. То есть полное отсутствие какой-то там технико-тактического, да, там плана на бой. Просто пытается перебить своего соперника. Ну, посмотрим. Теперь снимает очки с Ивана Буркаса с Московской области. И шансы их уравниваются, так скажем. Хотя вот здесь он четко уходит и встречает. Бой продолжается у нас по сценарию первых 2 раундов. Ничего не меняется, но этого и следовало ожидать, когда... Ух! Достал хорошо, да, левой рукой. Все-таки эта тактика приносит какие-то плоды, да, то есть... Но это, я думаю, больше зависит от того, что Иван Буркас проспал этот удар, проспал этот выпад. 25 секунд до конца этого поединка. Шеремет активизировался, да, под конец встречи? Да, этот раунд он, мне кажется, забирает. Был точнее, его попадания были жестче. Ну, конечно, летит. Я думаю, что дальше с таким боксом будет очень тяжело продвигаться по сетке, если он все-таки пройдет. Вот напоследок еще один. Обменялись ударами жесткими. Ну и решение судей. Мне самому интересно, кому же все-таки отдадут победу в этом бою. Ринг Б. В этом бою победу одержал боксер красного угла Николай Шеремет. Николай Шеремет, да, все-таки? Все-таки одержал победу, но я думаю, что третий раунд стал решающим. Заключительная пара боксеров весовой категории до 60 Так скажем, килограмм. наверное, желание победить у него было чуть Алин больше, чем Якуб у Ивана Заде, Буркаса. Тульская область. А вот сейчас Андрей нас ждет Замковой, очень интересный Московская, бой, Хабаровская край. где лидер нашей сборной, призер Олимпийских игр, финалист чемпионата мира Андрей Рефери Замковой, этого представляющий боя, судья Московскую область и международной Хабаровский категории. край, выходит на ринг против Якубзаде Халида из Тульской области, мастера спорта России, Юлиан спортсмена Андакулов, город 97 Оренбург. или 8 года рождения, если не ошибаюсь, представляющего общество В «Локомотив». красном углу Халид Якубзаде. На ваших экранах Тульская Андрей область. Замковой, заслуженный мастер В синем спорта, углу боксер Андрей 87 Замковой, года Московская рождения. область, Хабаровский край.
Халид Якубзаде у нас 95-го года рождения, мастер спорта. Кстати, родом из Тулы. Тренер, нынешний тренер Андрея Замкового, это тренер Александра Лебзика, олимпийского чемпиона весовой категории до 91 килограмма. Андрей, наверное, один из самых возрастных боксеров нашей сборной, но тем не менее он с каждым годом все лучше и лучше боксирует, мне кажется. Очень хорошая передняя рука, очень быстрый. Оба боксируют в левосторонней стойке. Хороший контроль передней руки у Замкового. И такие акцентированные удары с левой по корпусу. Меньше минуты остается боксировать в первом раунде в этом поединке. Ну и мы видим, да, то, что Замковой... Андрей имеет преимущество, но и спортсмен из Тулы Якубзаде Халид как бы не теряет надежды, он, наверное, пытается навязать свой бокс. Конечно, пока мало что получается, но, как говорится, впереди еще 2 раунда. Замковой здорово ситуацию контролирует своей передней рукой. Да, очень чувствительно, очень грамотно боксирует. С минимальными потерями, практически не пропускает ударов. Завершился первый раунд. Туда не отворачивайся вообще, понял? Сказал, правый, раз, два, сделал, все не можешь сделать. Свободу запускай. Ничего там нет. Четверку можно. Потом передний шаришь, он идет вниз. И оттуда он медленно выныривает. И вот туда можно вставлять. Все очень четко и по делу. Хорошее общество «Локомотив». указание. Провел 218 боев, в 201 из них одержал победу. Имеет 10 международных встреч, 7 из них одержал победу. Он является чемпионом Российского совета спортивного общества «Локомотив» 2018 года и чемпионом Тульской области этого же года. Тренируется под руководством заслуженного тренера Духанина и Зайцева. Первый тренер Панкратов. Второй раунд. Ну, Замковой продолжает, да, вот, работать передней рукой. То есть я думаю, что рисунок боя не изменится ни во втором, ни в третьем раунде. То есть Андрей будет продолжать то же самое. Другой вопрос, сможет ли Халид Якубзаде что-то изменить, то есть как-то навязать, может быть, какой-то свой бокс. Пока я не вижу
Контроль на передней руке. Вот здесь такое столкновение. Особо не вкладываясь в удары, Да. просто очень точные, очень своевременные. То есть чувствует момент, когда нужно их наносить. Такой хорошим таймингом обладает Андрей. Сбивает атаки. Здорово только что перехитрил своего соперника Андрей. Показал, что будет бить основной рукой. Ну, отправил прямой, который достиг до головы. Очень грамотно и, так скажем, академично боксирует Андрей. Андрей Замковой является финалистом чемпионата мира, который проходил в 2009 году в Милане. Андрей вышел в финал. В полуфинале он выиграл у одного из лучших боксеров мира на тот момент, Серика Сайпиева, представляющего Казахстан, олимпийского чемпиона 2012 года. И в 2012 году Андрей стал призером Олимпийских игр в Лондоне. А в 2016 году он снова боксировал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, но, к сожалению, туда он поехал с травмой плеча. И проиграл в первом бою, к сожалению. Ничего оттуда не делай. И передний. Боксом занимается 18 лет. Затылок поли. И передний доставай иногда. Тебя жестко сейчас передний идет, прямой. Доставай. Все. Городе Грозный. Победитель турнира Короткова в городе Хабаровске. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Геннадия Рыжкова. Видим повтор ярких моментов минувшего раунда. Третий раунд. И заключительный раунд у нас стартовал. Ну что ж, секунданты порекомендовали Андрею ничего не менять и продолжать боксировать точно так же. Единственное, иногда доставать его передней рукой своей. Очень четко и спокойно продолжает работать по своему плану Андрей. Вот тут, правда, да? Да, Халид? один из немногих ударов, который реально дошел до цели. Тут и добавить нечего. Все очень четко. Андрей четко придерживается плана на бой. Не ввязываться в драку, держать на передней руке.
Но пока все у него это отлично получается. Бокс! Вот здесь у Халида прошел удар по корпусу. Около 20 секунд остается. Бокс! Все. Хороший бой. Но здесь все понятно. Дождемся решения. Ну, не совсем решения. Объявление Да, победителя. объявление. Ринг Б. В этом бою победу одержал боксер синего угла Андрей Замковой, Московская область, Заслуженная победа. Хабаровский край. Пожелаем Андрею удачи заканчивает свою в работу следующих ринг боях. Б. Очень здорово себя показал в этом поединке Андрей Замковой. Лидер этого веса. Грамотно, без каких-либо лишних движений, четко держался плана. Ничего не дал, по сути, вот, сделать Халиду Ягубзада. Ну, пару раз там попадал. Представитель Тульской области, конечно, хорошо. Итак, дорогие друзья, на этом второй соревновательный день подходит к концу. Мы на этом с вами прощаемся. Завтра утренняя программа начнется также в 12:00. До скорых встреч в эфире, дорогие друзья. До скорой встречи. До свидания.